Ветераны Великой Отечественной и боевых действий, представители военно-патриотических клубов и юноармейцы. Всего около 60 человек. Поездом «Северное сияние» до Санкт-Петербурга группа из Коми отправится в марте 2019 года. Участники посетят музей крейсер «Аврора», Нахимовское училище, Петропавловскую крепость и другие достопримечательности. Встретятся с ветеранским активом Санкт-Петербурга. Осталось главное – решить финансовый вопрос. Подсчитано, поездка будет стоить около 2 миллионов рублей. Совет ветеранов рассчитывает на участие в грантовом конкурсе и спонсорские средства. Ветераны Великой Отечественной войны, я думаю, это будут в первую очередь жители блокадного Ленинграда. Мы создадим им возможность пообщаться с родственниками, со знакомыми, вспомнить о тех трагических днях, которые они испытали. Второе. Это получит очень эмоциональное восхищение наша молодежь, которая будет иметь возможность в течение двое суток туда и назад мы едем, они будут общаться с ветеранами Великой Отечественной войны и с ветеранами боевых действий. В этом году 15-летие отмечает наше поисковое движение. Сегодня в Коми 12 отрядов. Из 78 бойцов, которых подняли за весну поисковики, 37 – это заслуга отряда «Северная звезда». Однако работала группа в основном за свой счет. Дело в том, что среди участников не только молодежь. Получить поддержку региона могут граждане до призывного и призывного возраста, то есть до 27 лет. Хотя именно взрослые обучают, проводят инструктажи и помогают младшим коллегам. В этом году, например, у нас самый многочисленный отряд, который выезжал в экспедицию, это 11 человек, отряд «Весна Победы». Хорошо, что им помог политехнический колледж, выделил своим 4 студентам средства на поездку. Остальные выезжали в составе 3, 5, 7 человек, к сожалению. Очень малочисленные группы. Самый многочисленный отряд у нас был взрослый, это поисковый отряд «Северная звезда». Мы работали в Новгородской области, нас было 27 человек. Но поездка эта состоялась исключительно за счет собственных средств. Решить эту проблему труда не составит. Надо лишь внимательнее относиться к тому, что нам дает законодатель, говорит Сергей Гапликов. В каком формате лучше это делать? Или определенно в рамках взаимоотношения с регионом, с муниципалитетом часть средств отчислять, допустим, нашему совету ветеранов, а они уже по договоренности с вами под ваши поездки и формирование отрядов будут финансировать те или иные ваши затраты, либо напрямую по вашей рекомендации, плюс согласованной с Советом ветеранов, решать эту задачу, и предприятие напрямую решает вопрос, связанный с приобретением билетов, с расходным материалом и так далее. А мы это будем зачитывать в социально-экономическое партнерство с регионом по определенному, очень важному и нужному направлению патриотическое воспитание. Еще об одном проекте рассказал председатель Союза ветеранов Афганистана Вадим Клюпа. Движение предлагает установить памятник ушедшим в бессмертие. По задумке объект должен быть несложным, но символичным и впечатляющим, как, например, журавли, улетающие в небо. Это, кстати, одно из уже готовых предложений. В скором времени мэрия Сыктывкара объявит эскизный конкурс. С местом уже определились. Это набережная. Но уже служат центром притяжения ветеранов и молодежи, там проходят мероприятия. Закладной камень одно, а уже действительно полноценный комплекс, это другое, конечно, памятник мемориальный. Мемориал своим героям установит и Минздравкоме. Его посвятят врачам, участникам Великой Отечественной. Сегодня на реализацию идеи собрано около 2 миллионов рублей. Монумент из сибирского гранита предполагается установить перед Сыктывкарским медицинским колледжем имени Морозова. В преддверии скорбной даты 22 июня участники Координационного совета напомнили и об акции «Красная гвоздика», которая проходит по всей стране. Каждый такой значок – это вклад его обладателя в чье-то медицинское лечение, лекарства, а также сложные операции. Все собранные во время акции средства фонд «Память поколений» удваивает и передает ветеранам. Роман Истомин, Таисия Жакова, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.